Жители одного из домов в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района, получившие квартиры по программе переселения, до сих пор не имеют никаких документов на имущество и прописки. Граждане возмущаются, что с момента сдачи домов пошел третий год, а проблема до сих пор не решена. В ситуации разбирались и наши корреспонденты в Нерюнгри. На вот этом пустыре, который остался после сожжения дома нашего, нас до сих пор так и прописывают в 143-м доме по старому адресу. Хотя живем по факту в 210-м доме, корпус 1. И ребенка моего прописали, получается, на этот пустырь. Ребенок, который родился в семье Коржик уже в новом доме, получается, прописан нигде. За помощью разобраться в сложившейся ситуации к нам в редакцию обратился глава семейства. Вот уже третий год они не могут получить документы, подтверждающие право собственности на полученную по программе переселения квартиру. Администрация ссылается на застройщиков, что застройщик какой-то там не очень правильный, какие-то документы не предоставил, и они судятся, пересудятся с ним, а конкретно результата никакого мы не видим. Далее, чтобы разобраться в данной проблеме, мы обратились в поселковую администрацию. Недобросовестными застройщиками не переданы документы на собственность администрации, то есть не поставлено в собственность администрации жилые помещения. Соответственно, пока данные жилые помещения не будут оформлены, не будет оформлено право собственности муниципалитета, жителям этих домов выдать документы невозможно. Застройщик ссылается на отсутствие денежных средств. К сожалению, чтобы зарегистрировать одну квартиру, нужно 22 тысячи заплатить госпошлины. Всего 87 квартир. Посчитайте, это почти 1,5 миллиона застройщик должен уплатить, чтобы себе сначала в собственность зарегистрировать эти квартиры. Ситуация осложнилась еще и тем, что застройщик объявил себя банкротом, в связи с чем подает регулярные апелляции на решение суда. На сегодняшний день администрация поселка, изучив судебную практику, написала обращение в службу судебных приставов о возможности уплаты госпошлины за счет средств федерального бюджета и дальнейшего взыскания этой суммы с должника. По данному обращению решение пока не принято, а тем временем жильцы этих злополучных квартир ежедневно сталкиваются с бытовыми трудностями. Так вот столкнуться, куда-то обратиться, даже социальные выплаты какие-то, чтобы были на ребенка, это нужна прописка обязательно. По этой прописке нам никто ничего не оформляет, потому что фактически дома нету. Его уже сняли, я так понимаю, с баланса, с реестра. А тем временем жителям поселка остается уповать на то, что их обращение на наш телеканал даст свои плоды. Ну а мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий и надеяться на наше правосудие. Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри.